Этого человека зовут Жусуп Абдрахманов. Абдрахманов – кыргыз, который во время Голодомора спас казахов. Возможно, благодаря Абдрахманову появились на свет ваши родители, вы и ваши дети. У Жусупа Абдрахманова нелегкая судьба. Его отец был бием и властным управителем, участвовал в восстании 1916 года, после которого семья убежала в Китай. Там отец умер от тифа, а мать убили казаки. Оставшись сиротой в 15 лет, Жусуп вернулся на родину и стал зарабатывать на жизнь себе и младшему брату, тяжело работая. В 26 лет Жусуп Абдрахманов стал председателем Совета народных комиссаров Кыргызской ССР. На этом посту он проводит необычайно смелую и независимую политику. В письмах Сталину Абдрахманов отстаивает идею преобразовать Кыргызскую ССР в союзную республику, чтобы она перестала подчиняться сразу 3 центрам и в будущем поплатится за эту позицию, расцененную как национализм. В целом Абдрахманов скептически относился к сталинской политике. В 1930-х он отказался выполнять установленные высокие планы по заготовке хлеба и мяса. Так смелый руководитель спас Кыргызскую ССР от массового голода, который охватил Казахстан, Украину и Поволжье. В своей объяснительной в ЦК Компартии он писал: «Лучше пускай нас снимут за невыполнение плана, чем за то, что мы довели республику до положения Казахстана». Соседнему Казахстану тогда повезло меньше. Здесь руководили пришлые Филипп Голощёкин, настоящее имя Шая Ицекович, и Левон Мирзоян, которые заморили голодом и расстреляли сотни тысяч казахов, чтобы выполнить и перевыполнить план по коллективизации. У казахов отняли скот, который был единственным источником пропитания. Недовольных расстреливали. Из 40 миллионов голов скота осталась 10-я часть. Степь была усыпана трупами взрослых и детей. А шашлык унес жизни не менее чем 2 миллионов казахов. Это больше половины численности нации. Голодной смертью умирали целыми семьями. В поисках спасения от страшного голода толпы беженцев из Казахстана устремились в сытый Кыргызстан. Голодные и раздетые, они приходили из казахских степей, похожие на призраков. По приказу Абдрахманова беженцам из Казахстана давали кров и еду. Так Жусуп Абдрахманов спас от страшной голодной смерти не только кыргызов, но и по разным оценкам сотни тысяч казахов. Из дневника Жусупа Абдрахманова 25 февраля 1932 года. Около Фрунзе вырос второй город, город юрт казахских граждан, переселившихся сюда от голода и нищеты. Это результат работы Филиппа. Не показывает ли участь казахов и будущность киргиз? Похоже на то. Однако уже в сентябре 1933 года он был снят с занимаемой должности, а через месяц исключен из партии. 4 апреля 1937 года Абдрахманова арестовали. Опального деятеля пытали, а 5 ноября 1938 года решением тройки НКВД расстреляли.